Мы видим, как суетится Европа, как Зеленский мечется между Парижем, Лондоном, другими столицами. И то, что вот утекает в прессу, я частично сослался на это, явно говорит о том, что цель подорвать усилия президента Трампа и его команды. Для большинства этих деятелей, типа Макрона, Стармера, Мерца, Туска, Стубба, фон дер Ляйен, Каллас, скорое завершение конфликта невыгодно просто. Они упорно бьют в барабаны войны, как принято говорить, создают коалиции желающих, наращивают военные расходы и пытаются спасти свое политическое будущее. Европейцы, конечно, вынашивают планы наращивания своих сил, средств прямо на границах союзного государства России и Беларуси. Мы не вынашиваем, президент об этом очень четко сказал, никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии, разумеется, на коллективной взаимной основе, вот в контексте изложенного выше подхода. Что касается прогнозов о том, когда завершится украинский конфликт, конкретные сроки называют представители Европы. Кто-то говорит до весны, кто-то говорит в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим. У нас есть конкретные задачи. Эти конкретные задачи четко, недвусмысленно были изложены и в определенных рамках публично нашим президентом, и подробно обсуждались, как я уже сказал, в Анкоридже, где были достигнуты понимания о том, как оптимально двигаться к достижению этих целей в контексте не перемирия, не временной передышки, а устойчивого мира. И мы будем двигаться по этому пути, независимо от того, кто какие сроки называет. У нас главное для нас это существо. Существо касается безопасности Российской Федерации и безопасности русских людей, которых объявил киевский режим террористами и лишил всех прав. Вот это наша цель.